Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане приняли представителей компании «Даева» и «Кавасаки». Губернатор Санкт-Петербурга поздравил президента Туркменистана с 300-летием Махтумкули Фраги. Хор турецкого исполнил песни на туркменском языке в Ашхабаде и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с руководителем компании «Даева» Бекджун Вангом. Гость передал главе государства приветствие от президента Республики Корея Юн Сок Йоля и выразил радость по поводу встречи, состоявшейся накануне годовщины открытия умного города Аркадак. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая газовую и химическую промышленность, транспорт, высокие технологии и инвестиции. Председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с представителями японской компании Kawasaki Heavy Industries. Япония является важным стратегическим партнером Туркменистана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны сотрудничают как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Национальный лидер туркменского народа выразил готовность рассмотреть предложения компании по дальнейшему развитию партнерства. Национальный лидер туркменского народа встретился с президентом компании «Даева». В ходе беседы глава крупнейшей компании Республики Корея подчеркнул, что очень рад посетить Туркменистан накануне празднования годовщины со дня открытия города Аркадак. Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что этот визит предоставит хорошую возможность для обсуждения перспективных направлений сотрудничества. Торгово-промышленная палата Туркменистана принимает участие в международной выставке «Китай-Евразия-Экспо» в городе Урумчи. Туркменский стенд знакомит посетителей и гостей выставки с развитием внутреннего рынка страны и ее торгово-экономическим потенциалом для сотрудничества и большими перспективами реализации совместных проектов. В рамках выставки проходят торговые и инвестиционные форумы, сессии по обмену опытом, другие деловые и культурные мероприятия. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. В своем послании губернатор отметил значимость творческого наследия Махтумкули для туркменского народа и мировой культуры. Беглов подчеркнул актуальность идей поэта, отражающих общечеловеческие ценности, любовь к родине, миролюбие, стремление к созиданию и дружбе между народами. Российская группа «Хор турецкого» провела 2 концерта в Ашхабаде, впервые исполнив песни на туркменском языке. Прозвучали туркменские хиты «Бибиджан» и «Акшахирим Ашхабад». Турецкие и его команда подготовили для Ашхабада разнообразный репертуар. В программу концерта вошли песни «Каракум» и «Ваше благородие» из кинофильма «Белое солнце пустыни», который снимался в Туркменистане. В парке Туркменистан в Анкаре состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. В акции, организованной посольством Туркменистана, приняли участие заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Надир Аль-Паслан и руководители различных министерств и ведомств Турции, послы ряда стран, аккредитованных в стране, известные литераторы, общественные деятели, представители туркменской диаспоры, СМИ и студенческая молодежь. Оригинальная иллюстрация для обложки первой книги о Гарри Поттере установила новый рекорд на аукционе, уйдя с молотка за $1,9 миллиона. Это самая дорогая продажа предмета, связанного с франшизой о юном волшебнике. Акварельный рисунок, созданный в 1997 году 23-летним художником Томасом Тейлором, впервые визуализировал Гарри Поттера и его мир. На иллюстрации изображен главный герой перед Хогвартс-экспрессом. Китайский предприниматель Лин создал успешный бизнес, продавая недозрелые зеленые бананы для домашнего выращивания. Бывший технический специалист уловил тренд в соцсетях и предложил покупателям опыт наблюдения за созреванием банана в вазе. Сотрудничество с Alibaba, обновление продукта привели к росту продаж. Сейчас Лин продает около 50 тысяч килограммов бананов ежедневно, зарабатывая $280 тысяч в месяц. Главный тренер футбольного клуба «Ахал» Давлетмурат Аннаев назначен новым наставником молодежной сборной Туркменистана до 20 лет. Первым испытанием для Аннаева станет чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации среди молодежных команд. Турнир пройдет в Киргизстане с 5 по 12 июля. На групповом этапе сборная Туркменистана сыграет с командами Ирана и Узбекистана. В престижном международном ралли «Шелковый путь-2024» примут участие спортсмены из Туркменистана. Ралли состоится с 5 по 15 июля на территории России и Монголии. Маршрут протяженностью более 5000 километров начнется в Томске и завершится в Улан-Баторе. Отметим, что «Шелковый путь» отмечает в этом году свое 15-летие. В
Впервые ралли состоялось в 2009 году по маршруту Казань-Ашхабад. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.